Ну и цены. Жилье подорожало в 2 раза. Ну, кстати, о жилье. Мы скоро станем многодетными родителями, и жить с родителями уже тесно, а с появлением 3-го ребенка будет еще сложнее. Поэтому нам, наверное, нужно что-то думать. Согласен. Вот был бы участок, мы бы построились. Но мои родители ведь говорили, что хотят подарить нам свой участок, и мы могли бы на нем построиться. А еще они говорили, что этот участок предназначен для сельхозназначений. А на таком участке, как я знаю, строиться нельзя. Ну, я вообще слабо в этом разбираюсь. И нужно уточнить у них, как нам получить участок, на котором можно будет строиться. Действительно, земельные участки классифицируются по назначению и по виду разрешенного использования. Например, где-то разрешено строительство дома, а где-то наоборот запрещено. Поэтому и не только, приобретая земельный участок, необходимо знать его целевое назначение. Земли используются не только в зависимости от их целевого назначения. Надо учитывать и вид разрешенного их использования. В данном случае речь идет о таких землях, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство, то есть строительство дома, стоящего отдельно и имеющего не более 3 этажей. Как правило, под него выделяют земли населенных пунктов, но построить дом можно и на землях, отведенных для дачного строительства. И такой земельный надел может размещаться как на землях населенных пунктов, так и на землях сельхозназначения. Подходит для строительства и участок, предоставленный для личного подсобного хозяйства, при условии, что участок находится в границах поселений. Как получить землю под индивидуальное жилищное строительство? Есть 5 основных способов. Земельный участок можно купить у собственника, купить у государства, получить бесплатно от государства, получить по наследству, получить по договору дарения. Получается, мы можем получить земельный участок и бесплатно от государства? Именно так. Таким правом получить от государства участок бесплатно обладают несколько льготных категорий граждан, в том числе и вы, если у вас 3 детей. То есть семья считается многодетной. Или в том случае, если дом или квартира, в которых вы сейчас живете, стали тесными для вашей семьи. Право на безвозмездное получение земельных участков имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, лица, подвергающиеся политическим репрессиям и подлежащие реабилитации, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, лица, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных, семьи, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 10 квадратных метров в расчете на каждого члена семьи, семьи, живущие в помещении, признанном непригодным для проживания, или в многоквартирном доме, признанном аварийным. Но чтобы иметь право получить бесплатно земельный участок от государства, необходимо соблюсти несколько условий. Первое. Проживание на территории того района, где вы желаете получить земельный участок, должно составлять не менее 5 лет. Второе условие. Ни один из членов семьи не имеет иного земельного участка, пригодного для строительства жилого дома. И в отношении них не принималось ранее решение о предоставлении земельного участка. Если речь идет не о многодетных семьях, а о таких, где 1 или 2 ребенка, то они не имеют права на безвозмездное получение земельного участка в том случае, если у членов такой семьи уже имеется в собственности жилое помещение или жилой дом. Важно знать, что это условие не распространяется на многодетных, на семьи с детьми-инвалидами и на те семьи, у которых обеспеченность жильем не более 10 квадратных метров на одного члена семьи. Зато у таких семей есть другое условие для того, чтобы получить бесплатно земельный участок. У них не должно быть в собственности жилого помещения или жилого дома, за исключением того, в котором они на сегодняшний день проживают. И если вы подходите по всем условиям, вам необходимо обратиться в местную администрацию по месту постоянной регистрации с заявлением о предоставлении вам земельного участка. Достаточно ли одного заявления? Нет, недостаточно.
Вместе с заявлением вы должны будете предоставить и другие документы, которые подтвердят ваше право на получение бесплатного земельного участка. Кроме паспорта, нужно будет снять копии всех его страниц. Вам нужно будет приложить копии и других документов, свидетельствующих о том, что вы относитесь к льготной категории граждан. Если, к примеру, у вас многодетная семья, то это свидетельство о рождении 3 или более несовершеннолетних детей. Другой пример. Если в той квартире или доме, где вы сейчас живете, такая площадь, что на каждого члена семьи приходится не более 10 квадратных метров, то необходимо будет предоставить правоустанавливающие документы на это жилье. К заявлению о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства прилагаются следующие документы. Копия паспорта заявителя, всех его страниц или иного документа, удостоверяющего личность заявителя. Копия документов, подтверждающих принадлежность заявителя к льготной категории граждан. Копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания заявителя на территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Крым более 5 лет. Документы о составе семьи, а также свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении, копии паспортов членов семьи, расписка супруга и совершеннолетних детей об отсутствии в их собственности иного земельного участка. После того, как вы представите все эти документы, ваше заявление зарегистрируют, а дальше уполномоченный орган проведет проверку всех ваших документов, обращаясь в соответствующее ведомство для подтверждения того, что вы действительно относитесь к льготной категории граждан, что вам и членам вашей семьи ранее не выдавался земельный участок. По закону эта проверка должна идти не более 45 рабочих дней. А потом в течение 5 рабочих дней вам придет уведомление о том, что вы поставлены в очередь на бесплатное получение земельного участка. К сожалению, мы не сможем вам сказать, сколько придется ждать, пока подойдет ваша очередь на получение земельного участка от государства. Это зависит чаще всего от местных условий, но вы вправе узнавать, как движется очередь и на какие сроки вам рассчитывать. И вообще, если вы имеете право на получение бесплатного земельного участка, добивайтесь этого со всей активностью. Земля – общенациональное достояние, а не вотчина чиновников из рай и гор администрации. Знайте свои права и умело ими пользуйтесь.